Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 25 февраля. В регионах России начался сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Чувашия не стала исключением. Принести предметы первой необходимости можно в 27 учреждений по всей республике, а также волонтерский центр в Чебоксарах. Он работает во Дворце детского и юношеского творчества на Президентском бульваре. Центр открыт с понедельника по субботу с 10 утра до 4 часов вечера. В качестве гуманитарной помощи можно принести продукты питания с длительным сроком хранения, посуду, средства личной гигиены, игрушки, книги и канцелярские товары. Они должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками. Из-за обострения ситуации на границе полеты в некоторые аэропорты на юге России временно ограничены, передает Росавиация. В том числе отменен и сегодняшний рейс из Чебоксар в Краснодар. Те, кто собирался улететь сегодня в 17:50 на юг, сделать этого не смогут. У пассажиров есть два варианта. Либо вернуть деньги, либо дождаться, когда воздушное пространство для гражданских самолетов вновь откроют. В Росавиации заявили, что это случится не раньше 2 марта. Каждую пятницу в нашем эфире мы показываем фото и видео народных корреспондентов. Что же интересного жителям Чувашии удалось запечатлеть на этой неделе? Один, два, три. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Житель Чувашии решил показать детсадовцам, как надо закаляться. Одними отжиманиями на морозном воздухе дело не ограничилось. В программе еще значилось обливание водой. Поливать героя из ведра должна была маленькая девочка. Однако первая попытка успехом не увенчалась. Маржу чуть не досталась ведром по голове. А вот чебоксарцы на этой неделе упражнялись в силовых нагрузках. Правда, мера эта была вынужденной. Одна из столичных легковушек увязла в сугробе. Вызвались машину из снежного плена, пытались 7 человек. И еще один автомобиль при помощи буксировочного троса. По словам очевидцев, операция закончилась успешно лишь благодаря сотруднику близлежащего магазина, который пришел на подмогу с лопатой. Помощь на этой неделе понадобилась и реанимобилю в Канаше. Машина медиков застряла при выезде со двора. По словам очевидцев, в карете скорой помощи находился пациент с сердечным приступом. Реанимобиль из снежной каши вытолкали, а спустя час после инцидента к дому приехал таки трактор. Пользователи соцсетей отмечают, что за всю зиму увидели технику во дворе впервые. Каждую неделю мы знакомим вас с подопечными Чебоксарского пункта передержки. Чаще всего собаки туда попадают после аварий. Наша сегодняшняя героиня Джиджи тоже оказалась в приюте после ДТП. Вот в таком забавном, на первый взгляд, виде девочке пришлось проходить какое-то время. Со спицей в ноге и с защитным приспособлением на голове. Теперь все муки позади. Пушистая девочка снова готова изучать мир всеми 4 лапками. Да вот только не с кем. Джиджи и простерилизована, и провакцинирована. И внешностью хороша. Похоже на лайку, говорят волонтеры. Поэтому надеются, что лучшее у пушистой девочки впереди. Если вам приглянулась Джиджи, то смело обращайтесь в приют. Его инстаграм-аккаунт на экране. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».